Вельми cieszyся, że сегодня мы zjawiaемся świadkami wielkiej події historycznej dla naszego города на Днем. Город Гродно, сапраўды, притягивая множество туристов, которые прибывают сюда, как познакомиться с богатой историей и культурой, а так само поделиться выключной архитектурой нашего региона. Шмат туристов и пилигримов застається под великим уражением и от наведывания нашей катедральной базилики, у якой мы зараз знаходимся. А зустріча з Матчю Божої Конгрегацької, яку називають так само студентською, покидає у серці незвичайний спокій і радість, захочує чинити добро і будувати мир у світі. Так сталося, що щолета означається 360-годие присутності цудовного образа Матці Божої Конгрегацької на нашей мальовничей Гродненщині. Ми хочемо ознаменовать эту годовину урочистої церемонії погашення поштової марки з виявою опікунки нашого города і людей, які тут живуть. Дозвольте в этом месте сердечно привітати усіх шановних гостей сьогоднішньої урочистості. Слово предоставляется заместителю министра иностранных дел Республики Беларусь Амбразевичу Юрию Георгиевичу. Благодарю вас, Ваше Преосвященство, представители правительства, представители властей Гродно. Уважаемые дамы и господа, очень рад вас приветствовать в этом замечательном храме, костеле. И хочу от имени руководства Министерства иностранных дел попросить вашего внимания на ближайшие 5 минут. Поздравляю всех участников сегодняшнего мероприятия совместно белорусско-ватиканского выпуска почтового проекта на тему «Иконопись с изображением чудотворной, коронованной Матери Божией Конгрегатской». Подчеркну, что это совместный проект Министерства связи и информации Беларуси, Республиканского гуманитарного предприятия «Белпочта» и почты Ватикана, в реализации которого неоценимое содействие оказала апостольская нунциатура Беларуси и личный ее руководитель, архиепископ Анте Йозич. Именно поэтому сегодня с вами Министерство иностранных дел в этом месте. Церемония гашения марки сегодня также состоится и в личном городе. Данное мероприятие в очередной раз демонстрирует высокий уровень белорусско-ватиканского сотрудничества, широкий спектр тематики взаимного интереса и, что самое главное, наличие теплых дружеских отношений, основанных на прочных традициях уважения, доверия, понимания и открытости. Важнейшими точками соприкосновения наших государств являются социальные вопросы. Обе страны, как в рамках внутренней, так и международной деятельности, прилагают значительные усилия по сохранению и продвижению традиционных семейных и в более широком смысле христианских ценностей. Особо важной сферой взаимодействия Беларуси со Святым Престолом является межконфессиональный диалог. На протяжении столетий на белорусской земле мирно уживаются и взаимодействуют различные религии и конфессии, являясь поистине уникальным примером веротерпимости и дружбы. В заключение я хотел присоединиться к тем словам, которые говорят о распространении доброй и интересной информации о нашей стране посредством почтовой марки. Это тот маленький инструмент, который сегодня долетит до тысяч и тысяч заинтересованных людей, подписанных на марке Ватикана, подписанных на марке Республики Беларусь, узнают про
Матерь Божию конгрегацию, узнает про город Беларусь, узнает про Беларусь. В целом узнает о том, что здесь есть люди, которые также хотят мира, хотят развития, хотят жить, мирно растить своих детей и взаимодействовать постоянно как с соседями, так и с более удаленными регионами, виртуально, напрямую. Я хочу пожелать мира и спокойствия этому конкретному дому, этому городу и благодарю за гостеприимство. Я veľmi rád byť Sonia Ogrodnou na этой историчной події гашения сумісної марки Ватиканської і Білоруської почти, якою ми хочемо означити 360 років присутності чудотворного образа Матері Божої конгрегації студентської у этой катедральной базилице святого Францишка Ксаверія. Я так само veľmi vďačný Білоруській і Ватиканській почті за увагу до этой святыні і білоруських вірників, які я є ушановуюсь, а так само за сумісне видання марки на білоруській і італійській мовах, яка адлюструє чудотворний образ Матері Божої конгрегації, відомий во всім світі, а так само показує віру білоруського народу. Я дякую представникам центральної і місцевої влади Республіки Білорусь за вашу присутність і підтримку цього проєкту, який сьогодні реалізується. Я прошу Матір Божу, представленому у чудотворнім гродненським образі, щоб вона оховала цей город і нахняла увесь білоруський народ йти за тим коштовностями, які ніколи не згасають, але несуть збавлення усьому чоловічеству. Велике дякую за увагу. Для меня большая радость ступить на землю моей малой родины, колыбель моих предков, где я родился и вырос, где, как и у многих из нас, здесь все началось. Мы находимся в удивительном, чудесном месте. Парный костел, базилика, кафедра гродненских епископов, приходской храм, памятник архитектуре и концертный зал органной музыки. Но прежде всего это место встречи Бога с человеком и человека с человеком. Это место молитвы бедного и богатого, молодого и человека преклонного возраста. Сюда приходят на протяжении веков по зову сердца и просто так посмотреть. Здесь вместе молились и великие люди своего времени. На открытии во время освящения этого храма в 1705 году присутствовали король Речи Посполитой Август Сильный и русский царь Петр I. Братья и сестры, нам иногда кажется, что то, что было в прошлом, нас не очень касается. На самом деле, прошлое живет. Собственно говоря, настоящее скоротечно. Настоящее – это есть невидимая грань, которая между прошлым и будущим. Человеческая история – это живая история. И все то, что произошло на берегу Немана, когда предки наши омыли грехи свои в купели крещения, имело огромное значение для всей последующей жизни, нашей жизни. В этом году Гродно отметил свой 896-й день рождения, празднование которого проходили в рамках 80-летия освобождения нашей страны от захватчиков и образования Гродненской области.
И я в этом уверен и об этом знаю. Абсолютное большинство людей понимают и умом, и сердцем, что означает быть миролюбивым человеком, сохраняющим великие заветы наших предков. И это доказывается на деле жителями Пренеманского княжества. Salus populi Grudnezis, Божья Мать Мария, студенческая, снежная, конгрегатская. Сегодня все мы пребываем перед Твоим святым ликом с благодарностью за Твой покров. 360 лет Ты вымаливаешь у Господа и сопутствуешь в делах и начинаниях верующих и ищущего человека, студента, мирянина, паломника и страждущего. Благодарность за это 28 августа 2005 года свершилась коронация папскими коронами нашей королевы и нашей заступницы. Сегодня еще одна дата и мгновение нашей благодарности и признания Божией Матери Марии. День вершения марки, торжественной презентации нового знака почтовой оплаты Республики Беларусь и Ватикана в честь 360-летия пребывания иконы Божией Матери Конгрегатской Гродно. И я уверен, что эта марка вместе с нашими добрыми словами и благими делами, как голубь мира, разлетится на открытках и конвертах белорусской и ватиканской почты, возвещая благую весть. Весть по всему миру ради сохранения мира и дружбы